Ребята, всем привет! Очередная рыбалка на реке Мокша. Сегодня 27 октября. Я снова с Сергеем. Всем привет! Привет! Попытаемся закрепить успех прошлой рыбалки. Мы снова в том же месте. Будем пробовать поймать щуку твитчингом на воблеры 110-е, 130-е. В прошлый раз у нас это получилось. Вместе с Сергеем мы поймали 9 килограммов рыбы. Довольно-таки неплохо. Да? Тем, кто не смотрел прошлое видео, да, Сергей попросил научить его ловить рыбу твитчингом. Вот, поэтому в прошлый раз я ему все показал, рассказал. Сергей купил правильные снасти, и у нас все получилось. Надеюсь, получится и сегодня. Кидаем минут 10-15, пока ни одной поклевки нет. Но думаем, что выход будет чуть-чуть попозже. Давайте. Если это видео вышло, значит у нас что-то получилось. Все, поехали. Так, забыл сказать, что с нами еще Алексей Альбертович. Он уже поймал 2 щуки, а точнее уже сейчас вот 3 он там тащит. И говорит, был хороший сход. Есть у нас такое подозрение, что он сейчас всю рыбу переловит. Так как он следит, да. Поэтому нужно его догонять. А у нас пока ни одной поклевочки нету. Ни у меня, ни у Сергея. Но мы не отчаиваемся. Каждому грибнику свой гриб, каждому рыбаку своя рыба. Ага, рыба, ребята, наконец-то, блин. Я думал, зацеп, что ли. Сместились под левый берег реки, потому что Леха правый перед нами облавливает. Ага, хорошая. Да не хорошенькая. Или хорошенькая. 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 Пойдет, съедобная, так скажем. Я думал, зацеп сначала. Смотри, какая. Ух ты, нормально, нормально. Это кило 1,5, наверное. Ну, что-то под 2, наверное, да. Смотрите. Оба. Какой нормальный, 2,5, наверное. Ну, взвесим. Да. Весы с собой, да. Ох, что делает. Может отцепиться, слабенько зацепилась. Слабенько зацепилась. Подсак не брали, да? Не, подсак, я с подсаком не рыбачу. Вроде нормально, сейчас перезацепилась она там. Хорошая рыба. Да, это хорошая рыба, ребят. Красавица, а? Если рот откроет, сейчас я ее зацеплю. Она не хочет рот открывать, собака. Опять свечкануть хочет. Оба. Давай, вот сейчас открывай рот. Не хочет открывать рот. Чуть-чуть подтяни. Не, ну я имею в виду. Оба. Оба, ребята. Это 2,5 килограмма, я думаю. Сейчас взвесим обязательно. Оба, оба, оба. Ждала нас. Если долго мучиться, ребята, как говорится, что-нибудь получится. Да, это 2,5-3 килограмма, может быть. Сейчас взвесим. Так, вот так работают. Ага, работают. 2,5 килограмма. Может, побольше. А нет. Смотрим. Ну, лип-гриб давайте сниму сейчас, чтобы прям на верочку. 2,270. 2,270, ребят. Вот такой вот щукарище. Еще раз показываю. 2,270. Сделала нам рыбалку. Да. Ну, рыбалка только началась, поэтому вот
Вот такой щукарь, да. О! Вот такая рыбина, ребята. Да, клюнула на воблер. Реалист Jerkbait 120 суспендер. Вот на такой. Ну, как говорится, и мы счастливы. Рыбалка только началась, в принципе, и уже первая рыба у нас неплохая в лодке. Продолжаем. Очередная поклевочка. Сначала не понял, рыбка небольшая. Пошла прям на меня. Вот такой вот щурочек клюнул. Этого отпустим сейчас. Воблер все тот же, реалист Jerkbait. Сегодня пасмурно, что-то вот решил на желтенький покидать. Ветер против течения. Ветер сильнее, чем течение, поэтому у нас как-то против течения маленько тянет. Поднялись вверх по течению и сплавляемся потихонечку вниз. Сейчас обловим вот этот вот участочек. Здесь периодически бывают поклевки, как показывали прошедшие рыбалки. Поэтому пробуем. Погода отличная. Солнышка нету, но тепло. Приехали, было 6 градусов. Ну и сейчас, наверное, так же. Ветер не сильный, поэтому довольно-таки комфортно. Единственный, ветер непопутный. Хотелось бы сплавляться все-таки по течению. Вот у Сергея поклевка тоже случилась. На орбит. На орбит 110. Сонечка отрабатывает. Ага, ну съедобная. Да. Не маленькая. Нормально. Поменьше, конечно. Да. Ой, чуть не вышел. Все, Сергей там нашел лип-гриб, который не знал, для чего был нужен, потому что у него не клевало. А теперь вот, говорит, для чего он, оказывается, был нужен. Что-то надо делать. Да делай что-нибудь, как говорится. Оба. Все, ну что, нормальная съедобная щучка. На орбит. Сережа, молодец. Вот мы сегодня тоже ловили. Да, вот Серега, все начало клевать. Будем надеяться. Так, а время сколько? А, ну время 10:30. Как раз по наблюдениям где-то с 11 и начинает клевать тут. Ближе к обеду, как говорится. Так.
Как говорится, от 0 ушли. Уже хорошо. Так, очередная поклевка. Нас тянет к тому месту, где я щучку поймал. Вот эту на 2 килограмма. Вон возле той зеленой травы там. Так, ну этого мы тоже отпустим, пожалуй. Да, уже 2 отпустили, 2 поймали. Ну, не поймали 4. Задрали. Ах ты, блин. Так можно крючок в палец засадить. Сейчас надо как-то это все зарешать. Зафиксировать. Блин, хотел. Эй, отдай воблер-то. Быстрее. Так, этого отпускаем. Блин. Отпускаем. Отдай, Пусть поводок отдай. На следующий год заберем. Так, все, отпускаем, ребят. Расти большой и толстый, как говорится. Так, воблер пока тот же. Реалист джеркбейт. Поводочек только вот помял, сопляк. Пацан, мальчишка. Опа. Ха-ха-ха. Вот оттуда я поймал щучку. Откуда-то. Сейчас проверим, может там она была не одна. И пойдем Леху догонять. Маленький еще ручки клюет. Опа. Чудес-то не бывает. Вот еще одна там же. Я же говорю, у них там гнездо хорошее. Ага, в том же месте. Видимо, подружка, да? Да, как снаряд в одну воронку 2 раза не падает. А вот падает, ребята. Я говорю, светлое место. Да, место хорошее, видимо, и у них там гнездо, короче. Ну, кидай под ту траву. Ну, такая же, видишь, у них там подружка. Ну, чуть поменьше. Чуть поменьше. Ой, какая бодрая, слушай. Кидай туда под траву, может, еще там кто есть. Да, не зря вернулись. Щучка слабенько висит. Сейчас фрикциончик еще ослаблю. Довольно-таки бодрая. На одном крючочке висит, может сойти. Подсачника нет у меня. Сейчас попробую рукой взять. Если дастся. Очень слабенько сидит. Если свечканет, может сойти. Ну что, попробую. Не, сейчас. Сойдет, значит сойдет. Не достаю я. Ну что такое? Вот так вот, ребят. Опа. Ну, полторашка железная. И опять под той же травой, ребят. В том же месте. Вот стояла та на 2, и это на 1,5. Воблер реалист джеркбейт. Вот такая, видишь, как бы заводь получается. Ну да, здесь затишок маленько, да, и она там стоит.
Все, рыбку мы забираем. Там все спрашивали, чего вы не забираете рыбку. Ну вот, забираем. Сережки он на котлеты. Может, и мне перепадет. Так. Ну, воблер пока не меняю. Пока здесь глубина позволяет пробрасывать. Потом там, где помельче будет, поменяем. Поставим помельче, может быть, воблер. Как-то так. Ну вот получается, щучки стояли вот в этом таком маленьком затяжке здесь. Чуть-чуть трава вот упирается как бы. И там, видимо, спокойная вода. И она там устроила засаду. Стояли вот две щучки. Возможно, это был мальчик и девочка. Но это не точно. Все, поплыли, наверное. Нет, всё. Дальше. А то Леха нам сейчас там шансов не оставит. Та, которая кусалась, прям на нас идет. Прям в самой траве, ребят. Я прям думал, зацеп сначала за траву. А нет, как бы прям в самой траве стоял щурок. Раненый какой-то. Что такое? Сменил воблер. Воблер Мегабас Вантен. Зацепил нам вот такого щурка. Какой-то раненый, кто-то его Другая щука. укусил, возможно, да. Ну, отпускаем. Да? отпускаем? Ну давай отпустим. Давай отпустим. Отпускаем, ребят. Этого отпустим. Какой-то раненый. Ох, как он. Видимо, повезло ему там где-то. И сегодня ему тоже повезло, ребят. Да, и рыба стояла прям в траве. Мегабас Вантен. Вот такой вот, какой-то подгальена раскраска. Да, ветерок, конечно, блин, сегодня маленечко не в ту сторону. Не знаю, хорошо, плохо ли это. Но маленечко неудобно нам. Леха идет по глубокому, по левому берегу. А мы будем по мелкому идти, потому что у нас были успехи на прошлой рыбалке именно с этой стороны. Ой, орбит. Рудеры. Серега поймал щуку. Да, Щуку. Это рыба. Щуку поймал. Все-таки трава, нет, это рыба. На рудру поймал, Серега. На рудру поймал щурка он. Все-таки. Ой-ой. Отпущу, я тебя отпущу. Да, все, красава она. Маленький. Прям на один Ага. зацепился. Все, Серега отпускает рыбу, красава. Зачет. Вчера тоже отпустил. Да, Серега вчера он тренировался на местных водоемах городских. Да, Тоже тоже клюет. Тоже поймал там щучку на рудру и отпустил. Что ты мне рудру отпускаешь, рыбу-то? Да. Вот тебя и намокше разрыбили. То Серега говорит, меняй. Да, я его заставляю поставить воблер поменьше, 110-й. А я хочу крупную щуку. Да, Серега говорит, большой рыбе большую приманку. Нет, сначала думал, зацепил водоросли такие, да, Ага. потому что тащилось, как будто вот действительно кусок водорослей. А потом мне дернулось все-таки. Ну да, ну бывает после поклевки рыба еще тоже идет, когда на лодку.
непонятно, как бы, что там происходит. Очередная поклевка маленького щурочка. В принципе, на такого я тут и рассчитывал. Ой, отвалился, что ли? А, нет, нет. На спиннинге подниму его сейчас. Опа. Вот такой вот чурочек отпустим тоже. До дому. Вобер Мегабас Вантен. Пусть растет большой. Не будет лаптой. Как бы поднялись, точнее спустились вниз по течению, как бы, а ветер нас против течения несет, и мы, получается, вот сплавляемся вдоль перспективной, на наш взгляд, точки, где живут маленькие щурочки. Только не совсем получается, что-то ветер с течением борется, и у нас лодка как-то на месте стоит, крутит туда-сюда, короче, вообще непонятно. Приходится. А ну прям возле лодки схватила. Догнал, может тот же, все, отвалился. Прям уже возле лодки выматывал, схватил. Щурок на. Либо тот же, либо такой же, короче, вот это вот. Он даже не всекся, просто прижал там приманку, подергался и отвалился. Гнездо мелочи. Да, у них тут гнездо. Еще один маленький щурок, ребята. Сейчас думал, за траву что ли цепляется там. А нет. Да, вообще карандашик. Вот такой вот щурочек. Клюнул. Конечно, не знаю, мамки навряд ли, наверное, здесь стоят. Они, наверное, где-нибудь где поглубже. Но, как говорится, за поклевочками. За поклевочками. Раз, вот так вот. И вот они там стоят. У травки маленькие щурочки, злые. В прошлые выходные в этом месте клевали такие, под килограммчик, килограммовые. А в этот раз что-то нету. Маленькие. Очередной щурок у меня на крючке. Старайся прям, Сергей, ближе к берегу класть. Опа. Тихо. Так, сам освободился, ребята. Не хочет, извини. Сам освободился, ребята. Отпускаем его. Да. Мелкие щурочки. Что, один только был, что ли? Должен быть еще. Фальшстарт. И клюнула на трава. Я думал, щука громадная клюнула. А ты еще так знаешь, я думаю, спина у меня черная такая. Да. Спина черная. Ну прям все с поклевкой, как даст прям вот это вот, ага, как потащит. А, там вон палка какая-то, он торчит, я с нее шорт снял. Так, он Леха обрыбился тут. Мелкая. Леха обрыбился.
Приплыл и давай у нас рыбу из-под носа таскать. На китайскую рудруну. Опа. Ты отпускаешь? Красава, вообще молодец. На камеру отпускает, а без камеры, короче, в сумку складывает. Только никому не говорите. Хорошая? А, не хорошая, блядь, что подбагрил. Я думал, прям монстр какой-то клюнул. Блин, ничего себе, он тут Глаз ей. перемоталась вся, короче, ну. Щука перемоталась вся. О, ну это вполне съедобная, да, щучка. Вот так первый раз в жизни у меня, ну, смотрите как, ну, смотри. Упаковалась тут, короче, ну. Всеми тремя. Упаковалась на что-то тут прям. Все, не пойми чего, короче. Жесть какая-то. Все, уже дошли тут до конечной точки. У нас тут впереди перекат. Эх, ничего себе, он тут забинтовалась вокруг себя. Тут опять сейчас шнур весь на зубы попал. Надо будет перевязываться, короче. Удалось поймать вот такую щучку. Уже в конце нашего пути, так скажем. Впереди перекат, ниже не пойдем. Но я думаю, килограммчик 200 в ней, наверное, есть. Ну, неплохо. Складываем в сумку. А я пытаюсь тут вот сейчас срезал. Шнур попал щуке на зубы. Лучше не рисковать, лучше перевязаться, как говорится. Все, сейчас уже пойдем в обратную сторону, где-то будем останавливаться. Покидаем. И домой. Перевязался, ребята. И снова тут поклевка неплохой щуки. Вот это сопротивляется. Или что там опять на что-то не пойми как засеклась. Да. А, я цепилась, блин, щучка небольшая. Ну что-то такой бой дает здесь прям. Бодрая, блин. А? За загривок что-то они тут клюют. Он. Прям вроде щучка маленькая, блин, а? Да. Сошла, да, а сопротивлялась, будь здоров. Под водой свечечку сделал. Да, сегодня вот реалист Джербейт дает рыбу. Что-то рыбка не крупная, блин, но очень бойкая такая. Но убежала. Эй! Эй! Плюшевый. Так, очередная маленькая зверюшка. Рекорд сегодняшнего дня. Да, да, это самая большая щука за сегодня. Клюнула, самая большая щука клюнула, ребята. Самый большой воблер. Чуть-чуть побольше воблера. 120-го. Даже не знаю, как его теперь спасти.
Зверька, ребят. Опа. Ну, поймал щуку наконец-то, блин. Блин, я че, пятую щуку отпускать буду? Две уже отпустил, две поймал. И чего? Ну, как считаешь нужно? Сейчас в данной ситуации ты как бы решаешь судьбу этой щукина. Если она тебе нужна, то ее нужно положить в мешочек. А если она тебе не нужна, то ее нужно отпустить. Расти. Да, я думаю, что это правильное решение. Я тоже думаю, что это. Правда, там вот прям вот, как бы я аккуратненько за жабры прям. Вот это вот, конечно, плоховато. Ну, сейчас операцию проведем, да? Потихонечку. Сначала вниз туда. Крючок попал в жабры, ребят. Да. Но, в принципе, без крови. Резким волевым нам нужно движением вот так освободить ее. Все, отпускай. Без крови. Все, огонь, все. Серега не как пуга, Серега отпускает рыбу. Ну, у нас очень хорошая, удачная рыбалка была в прошлый раз. Да. Вот. И начало этой рыбалки тоже было неплохое. Тем более, что там уже лежит на 2,5 кило. Да. Смысл не давать расти. Никакого уже нет. Абсолютно нечего добавить. Пусть растет и радует нас. Ой, в следующий раз, да, клюнет, большая вырастет и клюнет. На солнышко проклевывается. Да ладно. Это к щучке. Еще одна. Еще одна вон клюнула. Ага, палка. Палка. Да. Трава. Трава. Так, ну надо смещаться. Тут мы покидали. Поймали щурка. Давай смещаться туда. Вернулись опять в детский сад мы тут, где маленькие щурки клюют. Вот Серега одного поймал. И я одного поймал. Ну такой покрупнее. Съедобный. Нормально, да. Это съедобный. Как бы спиннинг не сломать. Да что такое? Ах ты, блин, ничего себе. Зацепилась. Оба. Он как жадно заела. Но ее было, наверное, это как его спасти, не травмировав тяжело. Вон она прям, крючок у нее в глотку залетел. Даже не знаю, как спасти, ребята. Не буду, наверное, сейчас тут показывать. Прям в горло ей залетел крючок. Ну, без зевника не разберемся, короче, видимо. Ну вот так. Показывать, наверное, можно будет, а вот YouTube точно не пропустит. Да, мясорубку, да. Короче, смотрите, заел прям. Забанит. Да. И дальний крючок прям в глотке у нее. Сразу сходу хотела проглотить, да, и съесть. К машине вот нас ветром несет. Крайняя котлетка. Да. Грубо говоря. Вот такой вот щурагайчик попался. Маленький. Отпускаем его. Домой, пусть растет большой. Что-то дождичек маленечко начинал тут моросить, прям немножко поднапугались тут, но он закончился. Надеюсь, не будет дождя. Да, надеюсь, не будет дождя. Не хотелось бы под дождем собираться. Все, уже рыбалка у нас подходит к концу. Решили проверить этот берег, потому что все время уделяли внимание правому берегу. А здесь появилась возможность обловить левый, более мелкий. Вот кидаем, и вот еще рочек один попался маленький здесь. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать сегодняшнюю рыбалку
В конце рыбалки немного о снастях. Ловил на спиннинг Спартекс, Nova Twitch с тестом 7,27 граммов. Палка заточена специально под твичинг. Катушка. Еще тут Shimano Naski C3000. Воблер, ой, это как его, шнур, наверное, двушка по Японии. Воблеры, на которые сегодня клевало, я говорил. Да, ну отличился из воблеров, наверное, реалист Jerkbait от Duo. Вот. Сергей, ты на что рыбачил? Так, покер. Это нарвал. Наша, как бы, российская. Катушка Daiwa. 2500. Вот. А как называется? Как-то там на Ф, что ли. Фуега. Фуега, да. Daiwa Фуега, да. Палочка с тестом до 28. До 28 грамм. Рыбалкой я, в принципе, доволен. Ты доволен, Сергей? Да, да. Отлично. Отпустили очень много рыбы в этот раз. Да, много Очень отпустили. много было, Некоторые рыбы в кадр тоже не попадало. Очень мелкую рыбу мы отпустили. Что-то взяли домой. Как бы, как говорится, это уже, наверное, крайние рыбалочки. Вот, хочется что-то взять. Не себе, куме. Я возьму тоже рыбку. Ну, в этот раз у нас вообще просто, можно сказать, крупно. Да, Серега приобрел сумку, вот как у меня. У меня там вещи, а у Сереги теперь рыба. Вот. Обрыбили ее. Обрыбили сумочку. Сумка 45 сантиметров. Вот рыба там сложенная лежит. А одна там чуть ли не в 2 раза. Да, Пополам. так что. В принципе, рыбалка удачная. С погодой нам в очередной раз повезло. Октябрь балует. Ну, наверное, как-то так. Все, всем пока-пока. Вот так вот. Пока. Да, увидимся на воде. До новых встреч. Ну, а мы домой. Ты заходи, если что.